Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. Давайте посмотрим, о чем он молчит, что не дает ему покоя, что его смущает, за что он переживает, либо чего он боится. Да? О чем молчит мужчина, ваш мужчина. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно, либо вслух обратитесь к нему и задайте ему свой вопрос. О чем молчишь? Да? Что мне не говоришь? Что у тебя там в голове? Что за процессы происходят? Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе! Целый мешок. У мужчины очень скрытный характер. Мужчина с таким вот упрямым, я бы даже сказала, характером. Скрытным и упрямым. Он все держит в себе. Все держит в себе. Он даже ни с кем поговорить не решается. Мужчина, который себя считает невероятно мужественным. Вот, наверное, поэтому он в себе все и держит, да. Вот я не могу жаловаться, да, я не могу. Вот ругаться я могу, а жаловаться я не могу. Ни с кем не говорит, все в себе, все в себе. Целый мешок уже накопил. Еще для него важно как-то вот свою мужественность поддерживать и не упасть в грязь лицом. То есть у него какие-то там свои устои моральные, там этические правила, кодекс, да, вот как придерживается он чего-то. У мужчины как будто бы, знаете, язык к небу прилипает, да, он какой-то немногословный, только лишь в порыве там гнева, да, может там высказываться, а так особо и не разговаривая, да, у него там что ни спроси, он там либо мычит, либо кивает, там, либо какие-то односложные, да, ответы идут, да, нет, не знаю, да. Реши сама. Что у него к вам? О чем он вам не говорит? Во-первых, он не говорит о том, что вы его очень сильно удивляете. И это так мягко сказано. Вы его просто шокируете. Какие-то ваши действия, слова, поступки, достижения, решения, вы его шокируете. Он от вас в шоке. Он ходит, вот, знаете, звезды вокруг ловит. И он никак понять не может. Да кто вы такая? Почему вы это делаете? И как вам удается всегда быть какой-то новой, необычной, прорывной, успешной, вероятно, умной? И он такой, да как так? Да как так? Я же ее знаю, мы столько лет вместе, да, либо там месяцев. Почему? Почему я не могу понять? Почему у меня так не получается? Почему я всегда в шоке от нее хожу? Вот действительно, вы его шокируете. И вот буквально сегодня, либо вчера, там вечером, допустим, да, вы его так шокировали, что он всю ночь спать не мог. Ворочался, думал о том, что он вас прям совсем не знает, что вы какая-то прям другая стали, что вы либо меняетесь очень быстро, такая женщина-хамелеон, то ли он вас действительно по-настоящему не знает, вот не знает, какая вы. Подумайте, что вы сделали, что вы сказали, либо как вы поступили, не обязательно с ним, да, может быть, там где-то, с кем-то. Вот он что-то про вас узнал, либо вы сами ему рассказали, либо вы по отношению к нему что-то сделали. И вот он ходит и в себя прийти не может, девочки, вот действительно не может прийти в себя. У него там шарики с роликами раскатились, и он их в кучку собрать не может. Вот понять, как вы это делаете, каким образом, почему я так не могу, почему она так может, как ее разгадать, как ее понять. И еще такие мысли, что он до вас не дотягивает. Вот явно не дотягивает. И его это, девочки, печалит. Знаете, нечто похожее на зависть, но еще не сформированное.
Вот мне идет, что вы очень славная, успешная, яркая, красивая, общительная, контактная, да, вот вокруг вас люди собираются, вы много людей знаете, вы там со всеми общий язык имеете, вы везде можете там договориться, что-то сделать, чего-то добиться. Такая, знаете, неунывающая, не сдавающаяся. Но опять же, интеллект очень развит. Коммуникация у вас просто вот очаровательная, по-другому и не скажешь. Вы умеете к людям находить ключики, подходы умеете находить. И вот он смотрит и такой, блин, как? Ну вот как? Ну объясните мне, дайте инструкцию, я не могу понять. Вот. Его это поражает, его это шокирует. Он у вас вообще какой-то неконтактный, либо контактный там, через определенное время. То есть надо привыкнуть к человеку, понять, что это за человек. А вы такая, знаете, с кондачка, там, человека увидела, уже туда-сюда, вы общаетесь как друзья. Либо если вам чего-то нужно добиться, так вы, извините, быка за рога берете. Несмотря на то, что вы такая хрупкая, миниатюрная, прекрасная девушка. Вы можете, вы сильная. И тут речь не только о физической силе. Сила характера, такая мощная сила. То есть внешне вы такая прекрасная фея, да, такая вся сотканная из лунного света, миража и тумана. А когда вы за что-то беретесь, вы такая, как этот Геркулес, да? Женщина-амазонка, вот. И вот он понять не может. Ему хочется с вами об этом поговорить, но он боится, что вы неправильно поймете. Либо он боится, что выдаст, что он от вас в шоке, что вы его так поражаете, удивляете. Он же ведь делает вид, что он уже все в мире знает, видел, пробовал, да? А тут вы такая необычная. Нет, пока еще не завидуют, но он на пути к этому, девочке, на пути. Это не очень хорошо, и этого лучше не допускать. Еще здесь ревность показана. Но опять же, это связано с тем, что вы очень общительный человек. Этот мужчина вас ревнует не только к противоположному полу. Он вас и к женщинам ревнует, и к детям ревнует, и к животным ревнует, да вообще ко всему ревнует. Понимаете, к телефону ревнует. Когда вы там сидите, например, в соцсетях, либо в ТикТоке, да, на Ютубе. В общем, ревнует, страшно ревнует. И ему бы тоже, наверное, хотелось, чтобы у него столько было общения, коммуникации, чтобы он тоже мог с людьми так быстро и легко сходиться. Но он так не может. Вот не может. Он либо грубой силой, да, либо выжиданием каким-то. Вот мне идет, что он любит выжидать, ожидать. Такой, мужчина, который тяжелый на подъем. Вот мне идет так. А вы наоборот, вы такая живчик, вы такая активная. Туда-сюда побежала, прилетела, сделала, переделала. Да, вот такая вы. Вообще как будто бы разные, знаете, как инь и янь, да, черное и белое. Вы очень разные. Но с другой стороны, вот это ощущение новизны, ощущение непредсказуемости, вот эта загадочность, а что же будет завтра, а что же будет через час, через минуту, она его всегда будоражит. Вот как, знаете, держите вы его в своих ручках и за поводья дергаете, да, потому что он не знает, чего от вас ждать. Вот не знает. Возможно, у него были отношения. Либо мама, например, очень спокойная женщина, я бы даже сказала, флегматичная. И там все было четко, понятно и ясно. Вот он мог там предсказывать даже действия этой женщины. Вот. А с вами нет, с вами все по-другому. И еще его очень сильно волнуют те чувства, которые он к вам стал испытывать. Вот это чувство собственника, ревность. И также сложно без вас долго находиться. Вот когда он долго без вас, у него уж под ложечкой начинает сосать. И мутить его начинает. И слабость какая-то идет. В общем, такие странные ощущения. Вот как будто бы вы ему свою энергию передаете. Но я не вижу, чтобы он вас вампирил. Нет, скорее всего, вы его заряжаете. Вы такая бесконечная батарейка, да, вы его заряжаете. И еще идет ощущение, что вот он очень глубоко влюбляется в вас, да, что он уже без вас просто не может. И время, которое он проводит без вас, оно прям такое пустое, болезненное идет. Вот есть необходимость, есть жажда, есть потребность вас постоянно видеть, быть рядом с вами, быть в контакте с вами. Вот именно такое показали. Он это понять не может, он это принять не может. Вернее, он отказывается это принять. Но опять же, да, себя там он видит таким брутальным мужиком, сильным, крутым, да, и тут, пожалуйста, такие чувства.
И его это, конечно, немножко выматывает, беспокоит, очень беспокоит. Вот. Он ссылается на то, что со здоровьем что-то не так. На самом деле здоровье вообще ни при чем. Абсолютно ни при чем. Это так любовь. Кто-то говорит бабочки в животе, а у него под ложечкой сосет. И он таким слабеньким становится. Ватные ножки, ватные ручки у него идут. У него именно так любовь выражается. Любовь к вам. Еще какую-то женщину рядом показывают. Эта женщина его очень сильно бесит, раздражает. Вот знаете, у него такие желания вот эту женщину вот ударить. Вот настолько она его сильно раздражает. Хочется ее, не знаю, там стукнуть, в мешок посадить и, не знаю, там в реку выкинуть. Вот что-то эта женщина, она на него влияет, воздействует. И он очень боится, что вы об этом узнаете. А может быть, наоборот, она ему угрожает, что она там что-то, какой-то компромат на него сольет. В общем, она его беспокоит, эта женщина. Скорее всего, на работе у него эта женщина. Такая, знаете, крашеная, разукрашенная, вся такая ухоженная. Даже, я бы сказала, очень сильно ухоженная. В общем, она его то ли шантажирует, то ли чего-то от него хочет, эта женщина. Может, бывшая какая-то. Так, и еще этот мужчина стал задумываться о том, что нужно как-то упорядочить то, что между вами происходит. То есть, если вы в браке находитесь, то, скорее всего, ему очень хочется распределения ролей, четкое распределение ролей в отношениях. А у кого-то еще отыграется, что мужчине хочется прям венчаться, да, либо религиозно заключить союз, так, чтобы уже все, вы никуда от него не делись. И если вы просто встречаетесь, то явные мысли о том, что пора бы узаконить, да, а то уведут, точно уведут, либо сама убежит. Надо ее охомутать, да, скорее пойти и расписаться, да, такие мысли. И он их оправдывает именно тем, что должен быть порядок. Не тем, что я там влюблен, я хочу с этой женщиной всю жизнь прожить. Нет, типа должен быть порядок. Негоже, да, встречаться 10 лет и быть женихом и невестой. Либо негоже жить там, в невенчанном браке. Ну, такие мысли странные. Он у вас действительно странный. И знаете, вот такое впечатление, что он какой-то кризис переживает. Да, вот есть у мужчин кризис, да и у женщин, наверное, есть кризис среднего возраста. Но помимо этого кризиса, ведь и другие кризисы есть. Да? Там юношеский, там, потом переходный. Да? Там, я не психолог, как бы я в этом не разбираюсь, но слышала. Вот. Если вы психолог, если вы понимаете, о чем речь идет, вы можете в комментариях написать, и мне будет интересно почитать, может быть, девочкам будет интересно. Вот какой-то кризис он переживает, становление, кризис, может, там с юностью прощается, да, во взрослую жизнь входит, либо как время подводить итоги, может быть, да, ну вот что-то такое. У него все расшатано, у него даже как-то с гормонами что-то неладно. Страдает. Мужчина сам от себя страдает. Вам ничего не говорит вообще. Вот стена, спокойствие, да, молчание. Это, скорее всего, такой у него тип личности, да, сам в себе, сам с собой. Но это может плохим закончиться, да, потому что эмоции все-таки надо выплескивать. И желательно почаще. Вы бы его куда-нибудь на спорт отдали, да, там, тренажерку. Он хотя бы там пар выпускал. Ну, это важно, девочки, чтобы он там не заболел у вас, с сердцем проблем не было. Ему это надо. Как-то надо по-хитрому его к этому подвести. Пусть занимается. Пусть выпускает пар, пусть выпускает свои эмоции. Еще этот мужчина думает о какой-то поездке. Может быть, у вас поездка запланирована, может быть, это его поездка. Что-то его смущает, либо он переживает за вашу реакцию. Допустим, вы не захотите, либо вам не понравится, либо вы откажетесь. Это очень его смущает, и он ходит вот как тучка, да, все время об этом думает. Вот как сказать, как предложить, как намекнуть, какие слова подобрать. Ну, какой-то он такой странный. Если вы понимаете, о какой поездке речь, заведите сами с ним разговор и обсудите. Такой непростой у вас мужчина, девочки, но и вы такая, знаете, вы тоже не ищете легких мужчин. За что-то же вы его полюбили, да, согласились быть его дамой сердца.
Вам еще тоже предстоит его изучить. Хотя, с другой стороны, возможно, вы уже и все про него знаете. Да, скорее тут не изучить, а распаковать. Да? Вас ждет распаковка. Вытащить из этого мужчины все его вот эти вот страхи, моменты зависти, недопонимания, шоки, да? Неуверенность в себе, неумение изложить свои мысли. Все это вам придется из него вытащить. Может быть, да, это ваша кармическая задача, и поэтому вы вместе. Ну, а может быть, вы такая, да, увидели мужчинку несчастного, вы просто мимо не смогли пройти, прям душа потянула. Нужна помощь, да, этому мужчине нужна такая женщина, как я. Но время все покажет. Я вижу, что у вас впереди какие-то события очень интересные. Время все покажет. И я думаю, что с вашими талантами, умением общаться, коммуницировать, да, вы этого мужчинку разговорите. Да. Придет ваше время, вы его точно разговорите. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.